Сюда, в аэропорт Рональда Рейгана, как и в другие аэропорты Вашингтона, регулярно прибывает рейс, пассажиры которого не платят за свой билет. Речь идет о так называемых рейсах почета или honor flights. Все началось более 10 лет назад в штате Огайо, где несколько членов аэроклуба, узнав, что в Вашингтоне открылся мемориал Второй мировой войны, решили организовать в столицу США бесплатный рейс для местных ветеранов Второй мировой войны, войны во Вьетнаме и Корее. Сегодня программа охватывает всю страну, и 32 филиала Honor Flights существуют исключительно на пожертвования. Я сам ветеран и очень благодарен за такие идеи. Я считаю это прекрасной идеей. Я думаю, нужно продолжать, чтобы каждый ветеран мог принять участие в программе. Эти ветераны прилетели из Канзас-Сити, штат Миссури. Первая и самая важная остановка – мемориал Второй мировой. Сегодня сюда прилетели 55 ветеранов. 22 из них – ветераны Второй мировой. Еще 20 человек – участники Корейской войны. Остальные – ветераны войны во Вьетнаме. С каждым из них сопровождающий. Иногда это родственники, иногда друзья, как тот и Боб. У Боба из семьи уже никого нет в живых, и мы, и моя семья, его как бы установили 15 лет назад. В этом городе я последний раз был в 1946 году. Год прошел, как я вернулся из океана. На войне был ранен и потерял слух. Меня демобилизовали, и в день высадки союзных войск я был на корабле, возвращался домой. Он всегда рассказывал нам истории о войне, все годы нашей дружбы. Он никогда не забывает эти военные годы и может рассказывать об этом бесконечно. У всех ветеранов на груди бейджи с именами. У многих на таких бейджах два имени. Одно данное при рождении, а другое на войне. Как будто, побывав там, они стали другими людьми. В воздушно-десантных войсках меня называли Джек. Я вспоминаю моих друзей. Нас вместе призвали когда-то. Нас было 4. Один был ранен в Северной Африке, другой на Сицилии, а третий был ранен в Нормандии, прямо в день высадки войск союзников. Я здесь за них. Братья Ларри и Клак Холпер вместе прошли войну во Вьетнаме. Ларри был доктором полевого медпункта. Я страдаю от посттравматического синдрома. И все годы войны до сих пор живут во мне. Самая эмоциональная часть поездки для Ларри – это посещение мемориала войны во Вьетнаме. В списке погибших на той войне есть и имя солдата, который умер у него на руках. Сегодня Ларри и Кларка сопровождает сестра и дочь Кларка, которые и организовали для братьев участие в этой программе. Я очень люблю моих братьев и хочу, чтобы к ним относились с уважением и почтением. Когда они вернулись домой с той войны, и Ларри сошел с самолета в Калифорнии, ему плевали в лицо. Я до сих пор думаю об этом ужасе. Эрин – одна из основателей филиала Honor Flights в Канзас-Сити. Эти дни для них возможность встретиться со своими однополчанами, с теми, кто испытал на себе ужасы войны. Родственники говорят, что их родные ветераны, побывав здесь, начинают говорить о вещах, о которых молчали долгие годы. Сегодня же эта группа из Миссури вернется домой. В аэропорту Канзас-Сити их будут встречать родные, близкие и друзья. А в Вашингтоне снова ждут самолеты с ветеранами на борту. Маша Мортон, Светлана Прудовская, Михаил Майсурадзе, Вашингтон.